прямом эфире телеканала «Якутия-24» итоги дня. В студии Юлия Великодная в этом выпуске. Соглашение для развития Якутии. Итоги Восточного экономического форума подвел руководитель региона Айсен Николаев. Отопительный сезон в Нерюнгринском районе. Почему в одном доме батареи все еще холодные? Когда решится вопрос тепла? Сбыть наркотическое средство не удалось. В Мирнинском районе задержаны участники организованной преступной группы. Сегодня профессиональный праздник парикмахера. Какой он рабочий день мастера в Алдане? Возраст не помеха. Мечта научиться петь или играть на музыкальном инструменте осуществима в столице республики. Сегодня президент России Владимир Путин наблюдал за ходом выполнения учений «Восток» на Забайкальском полигоне Цугол. По сценарию российские вооруженные силы отражают нападение противника. Маневры проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил за 37 лет. Воинские формирования России, китайской и монгольской армии отрабатывают действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил. Завершилась работа на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В этом году он стал особенно важным для Якутии. 20 соглашений республика подписала в ходе форума. Эти документы с различными крупными корпорациями и другими регионами помогут экономике республики продвинуться вперед и затронут все сферы жизнедеятельности. О самых важных соглашениях, в том числе мирового уровня, в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал руководитель региона Айсен Николаев. Подписан, на мой взгляд, исторический меморандум о сотрудничестве между Японским банком международного сотрудничества JBIC и Республикой Саха-Якутия. JBIC практически никогда отдельно с регионами такие соглашения не подписывает. И сегодня вот президент JBIC сам собственноручно подписал данный меморандум. Так, и, конечно, очень было приятно, что он сказал, что он, как президент банка, будет делать все для того, чтобы японские инвестиции шли в Якутию по самым разным направлениям. Мы и так сейчас уже лидеры, одни из лидеров в стране по разнообразию сфер, в которых работают японские инвесторы. Это и электроэнергетика, это и сельское хозяйство, это и различные инфраструктурные проекты. Уверен, что вот это участие японских компаний в развитии экономики республики, конечно, самым благоприятным образом скажется на развитии в целом российско-японского сотрудничества. Компания «Экологические системы Якутии» выбрана региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в центрально-восточной зоне Якутии. Ей предстоит организовать всю работу по сбору, сортировке и утилизации отходов в 9 сельских районах. На сегодня в муниципальных поселениях осуществляется лишь вывоз мусора на полигоны, которые не отвечают требованиям нового законодательства. В будущем бесконтрольный вывоз и захоронение неотсортированного мусора будет запрещен. Часть твердых отходов будут направлять на вторичную переработку. Все полигоны, которые сейчас должны будут эксплуатироваться в новых условиях, да, должны быть зарегистрированы в так называемом реестре ГРОРа. Это государственный реестр объектов размещения отходов. Это должен сделать именно собственник земельного участка. Это в данном случае муниципалитеты. Но средства, конечно, значительные. В небольшом поселке, чтобы запроектировать нормально отвечающий всем требованиям полигон, это порядка 2-3 миллионов, наверное. Финальные игры турнира по уличному баскетболу «Гюнтер Кап» завершаются в Якутске. Соревновались 2 женские команды и 2 мужские. Победители среди мужчин будут соревноваться с командой 3-кратного чемпиона мира по стритболу Михаила Гюнтера. О ходе игры расскажет наш корреспондент Юрий Осипов на прямой связи со студией. Юрий, приветствую, вам слово. Добрый вечер, Юлия. За моей спиной проходит суперфинал турнира «Гюнтер Кап». Здесь игроки команды «Атлант», которые в финале обыграли команду «Легион», играют с командой Михаила Гюнтера, «Гюнтер Тим». Как мы видим, сейчас лидирует команда «Атлант». Они намного вырвались вперед, уже половина матча. А я напомню, что в женском финале выиграла команда «Авиатор». Они играли с командой «Экстрим».
Ну а совсем скоро начнется главное событие этого вечера. Сборная команда «Дети Азии» 2000 года сыграет со сборной командой Якутска. Все это проходит в рамках проекта «Мой первый тренер. Низкий поклон», посвященная Константину Эйзнеру, первому тренеру ребят, которые играли в той самой сборной. Юлия. Спасибо, коллеги. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Юрий Осипов. А мы продолжаем. Государственная Дума приняла в первом чтении закон о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным в начале сентября. Согласно проекту, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательной работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс России. В Мирнинском районе задержаны участники организованной преступной группы. 43-летний житель поселка Чернышевский обвиняется в незаконном сбытии наркотического средства в крупном размере. Он действовал в составе организованной группы в роли распространителя. Преступная группа хотела реализовать масло каннабиса весом 105 граммов потребителям Мирнинского района. Часть задержанных хранил дома в расфасованном виде. Уголовное дело направлено в районный суд. Обвиняемый находится под стражей. В отношении соучастников выделено отдельное уголовное дело, в настоящее время находится в стадии расследования. Изначально было задержано 3 человека. Гражданин С, по которому уголовное дело было направлено в суд, как я сказал ранее, вину в совершении преступления не признал. Он нигде не работает, имеет общее полное среднее образование, не женат. Состоит на учете у врача-психиатра Мирнинской центральной районной больницы и с диагнозом наркомания. А также он ранее лишен родительских прав в отношении своего сына 2001 года рождения. А 2 других граждан признали вину в совершении преступления, заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью изобличив в совершении преступления своего поддельника. По результатам рассмотрения в случае подтверждения вины обвиняемого ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Вот уже неделя, как в Нерюнгринском районе начался отопительный сезон. Но в одном из домов, где проживают 90 семей, до сих пор холодно. Сейчас там проводят капитальный ремонт, который затянется как минимум на неделю. В ситуации разбирался Сергей Козюра. Житель одной из квартир дома по улице Южно-Якутская, 32, сетует, что в квартире холодно и помогает только электрообогреватель. В июне начался капремонт, но до сих пор не закончен. Морозики уже поджимают. Ну, а что по срокам говорят? Ну, обещают в скором времени закончить. Вы верите? На днях. В доме ведется капитальный ремонт, и начался он в июне месяце. Но из-за ряда причин началась задержка. В управляющей компании объясняют, что всему виной фонд капитального ремонта. Договор с подрядчиком был заключен в мае. На все виды работ срок выполнения стоял 60 дней. То есть в августе все работы должны были быть, по сути, закончены. На сегодня запущен только 1 стояк по 3-комнатным квартирам, то есть 2 помещения, 3 стояка. Значит, я считаю, что большой ошибкой подрядной организации было, конечно, демонтаж действующей системы теплоснабжения старой в разброс по разным квартирам, по разным этажам. Сегодня как бы все в кучу собрать, это очень сложно. Подрядчик же причиной называет задержку проекта по ремонту системы отопления в доме. По его словам, 3 недели работники фирмы «Оникс» простояли без дела. Согласование, несогласование уже согласили уже через месяц уже получается. И потом материал завезли сюда уже и начались уже работы. Ускорились из-за того, что заканчиваются уже сроки. Дом сегодня, например, полдома запустим. Уже та сторона уже почти уже готова, готовит уже эту сторону. В эти дни в Нерюнгринском районе температура воздуха опускается до 0 градусов, а уже на следующей неделе ожидаются холода. Жильцам остается надеяться, что ремонт закончат вовремя и в ближайшие дни запустят тепло. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. Как оформить документы на землю, встать в очередь на получение участка под строительство или получить дальневосточный гектар? На эти вопросы населению сегодня начали отвечать специалисты. С подробностями Дмитрий Тымыров. 10 часов утра. За дверью кабинета, где проходит консультация граждан, очередь. Люди пришли за бесплатной юридической помощью. Саргалана живет в многоквартирном деревянном доме по улице Красильникова. Их дом подлежит сносу. Но по документам здание оформлено как индивидуальное жилое строение. Жильцы хотят переоформить его в многоквартирный дом. У меня есть очень много отписок. Я бы хотела спросить,
Как мне ее решить, проблему? Перевести его, Да, землю под суд. Если дом снесут, они могут остаться без квартиры. А там на сегодня проживают 4 семьи. За консультацией Саргалана обратилась к представителю мэрии. Для оформления земельного участка им нужно, во-первых, изменить территориальную зону, рассмотреть вопрос. Ей необходимо обратиться в управление архитектуры. И второй вариант – это, скорее всего, в судебном порядке. Потому что, судя ее словам, она проживает там до установления правил землепользования и застройки, то есть до 2013 года. Также горожане обращаются по вопросам дальневосточного гектара. Как отметили в департаменте по земельным отношениям, на сегодня тем, кто уже приобрел заветный га, необходимо начать его осваивать, так как в следующем году начнется проверка отчетности. В целом по Республике Саха-Якутия у нас заключено больше 7 тысяч таких договоров. И данные граждане сейчас должны осваивать эти земельные участки. Однако самый острый вопрос на сегодня – выделение земельных участков в Якутске. По словам специалистов, на территории города свободных земель попросту нет. Участки под дачные зоны не выдают, да и для многодетных семей их выискивает с трудом. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Начало учебного года по статистике относится к одному из неблагополучных периодов по числу ДТП с участием детей. О том, с какими препятствиями встречаются первоклассники-устнеры по пути в школу, узнали наши корреспонденты. В первом классе это обязательно. Родители провожают детей домой. А потом постепенно, когда ребенок уже адаптировался к школьным правилам, привык, тогда они уже потихоньку начинают ходить сами по дороге. В небольшом поселке, казалось бы, все в шаговой доступности. Однако школьников младших классов до школы провожают практически всех. Причины разные. Я бабушка первоклассницы, и мы каждое утро провожаем девочку в школу и забираем. Не от того, что она сама не может дойти. И, естественно, беспокойство о безопасности ребенка. Мы живем далеко, поэтому приходится детей возить на машине. Мой младший сын в 1 классе учится, дочь в 8 классе. Вот поэтому по вот таким вот дорогам приходится только на машине. Вы должны соблюдать. Конечно, детям начинают объяснять правила дорожного движения еще в детском саду. В школе также проходят уроки. А что такое зебра? Как это понять? Пешеходный переход. Налево надо посмотреть, а потом направо. Если нет машин, надо идти. Вот и на этот раз мы стали свидетелями, когда инспектор ГИБДД вместе с юными помощниками предлагали водителям листовки, нарисованные детьми, и просили их быть внимательными на дороге. Водители напомнили о массовом движении детей в связи с началом учебного года и призвали водителей быть внимательными вблизи школ, детских садов. Безопасность на дороге – одна из важных составляющих воспитания ребенка. И пример родителей, взрослого населения, зачастую определяет поступки детей. Помните об этом. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Сегодня профессиональный праздник парикмахера. Какой он рабочий день мастера в Алдане. Возраст не помеха. Мечта научиться петь или играть на музыкальном инструменте осуществима в столице республики. На велосипеде на перегонки в Якутске юные любители двухколесного соревновались в заездах. Вы смотрите итоги дня. Мы продолжаем. Правильный диагноз – основа успешного лечения. В отделении лучевой диагностики Республиканской больницы номер 3 специалисты пользуются компьютерной томографией. Для точной диагностики необходимо оборудование. С подробностями Анастасия Данилова. В Республиканской больнице номер 3 появился первый рентгеновский аппарат российско-японского производства. Первый он потому, что на нем возможен просмотр результатов сканирования в режиме реального времени, а также полностью русифицированный интерфейс. Работа на остальных томографах производится на английском языке. Весь текст на компьютере и исследование выполнено, то есть интерфейс он на русском языке. Другие компьютерные томографы в городе, у них, интерфейс английский.
Но не всегда врач-рентгенолог в районе достаточно знает английский язык, чтобы понять. И, собственно говоря, работа вот на данном компьютерном томографе значительно упрощена. Продуманная конструкция генератора и других систем позволяет получить изображение высокого качества при минимальных нагрузках. Это снижает лучевое излучение на пациента и повышает скорость работы аппарата. Возможно, за достаточно короткое время, то есть практически 3–3,5 минуты исследования всего организма, что позволяет делать данную модель приемлемой для проведения скрининга очень многих систем, в том числе онкопоиска. Первые пациенты уже прошли инновационно-техническую диагностику и в целом остались довольны результатами. Надо слышать, как работает аппарат, вдох-выдох, сделать нормально. И никаких там этих нету. Ну, была такая теплота такая по всему телу, ну, за счет укола, а так нормально, хорошо. Компьютерная томография используется для выявления воспаления легких, исключения наличия опухолей, метастаз, а также для исследования головного мозга, визуализации сосудов и обследования после переломов костей. Анастасия Данилова, Арсен Степанов, Якутск. Ученые Северо-Восточного федерального университета стали лауреатами 3-й степени в международном конкурсе. Суть проектов заключается в разработке материалов с высокими износостойкими свойствами. С подробностями Артур Габышев. Наука не стоит на месте. Новые технологии лазерного сканирования для открытого способа добычи полезных ископаемых – один из проектов Марии Собакиной. Он должен не только облегчить работу промышленников, но и повысить экологическую безопасность. Проект еще не завершен, однако молодой исследователь заверила, ее инновации ждет значительный успех. Наши технические решения должны обеспечивать уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду, создание благоприятных условий для работы горнодобычных и транспортного оборудования и также последующее восстановление нарушенных земель. А вот как сделать более износостойкими, а значит эффективными машины, которые добывают полезные ископаемые, этим вопросом озадачились авторы другого научного проекта. В разработке он уже 3 года, и ему еще предстоит ряд модернизационных мероприятий. Этот проект является актуальным в связи с тем, что подшипниковые узлы секционных насосов с точки зрения безотказности являются одними из наименее надежных у секционных насосов. Вот в связи с этим могу сказать, что наш проект актуальный и востребованный для алмазодобывающей промышленности Республики Саха-Якутия. Для улучшения показателей мы вводим различные добавки в ультрадисперсном и наносостоянии, а также применяем комплексный подход, где сочетаются 2 или более полимера или эластомера. Нами уже выполнен некоторый задел, получены 4 патента Российской Федерации по самым морозостойким и износостойким материалам. Также 2 патента Соединенных Штатов Америки. В руках это изделия, полученные уже непосредственно по нашим рецептурам. Это кольца, манжеты, сальники, втулки стабилизаторов. Здесь в учебно-научной лаборатории полимерных нанокомпозитов производятся резины уплотнительного назначения, которые уже применяются в ответственных узлах различных технологических машин и механизмов, алмазодобывающей и других отраслях народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Работы над реализацией продолжаются. Совсем скоро технологии по добыче полезных ископаемых, а также многих других ценных материалов, благодаря инновационным разработкам ученых, станут еще эффективней. Артур Габышев, Дилустан Иннокентьев, Якутск. К другим темам. Сегодня профессиональный праздник отмечают парикмахеры. Мастера не только исполняют пожелания клиентов, но и зачастую выступают в роли психолога. О рабочем дне парикмахера в Алдане расскажут наши корреспонденты. В свой выходной Марина записалась к парикмахеру на покраску и укладку. В салон Ирины девушка ходит несколько лет. И каждый раз с кресла встает немножко другой, словно самой себе незнакомой и оттого интересной. К советам мастера клиентка всегда прислушивается. Ирина способна не только рассмотреть индивидуальность, но и подчеркнуть ее. Парикмахер – это же художник. Он создает красоту, должен видеть по человеку, какую сделать прическу, какой цвет подойдет. О волосах и прическах Ирина Михновец знает все. Впервые у кресла с расческой и ножницами она встала в 1976 году, а 1,5 десятка лет назад открыла собственный салон. За тенденциями моды Ирина следит скрупулезно. Им в основном соответствуют предпочтения клиентов. А благодаря собственным мастерским идеям Ирина из типового шаблона способна сделать прическу, которую до этого никто не носил.
Очень много покрасок, всяких разных. И их можно комбинировать. Например, на одной стороне сделать мелирование, на другой баяж, на другой снизу можно сделать амбре. Причесочных дел мастер – это прежде всего художник и творец. Своих клиенток Ирина стремится сделать ослепительными красавицами, подчеркнуть достоинство лица и скрыть недостатки, если таковые имеются. Каждая шевелюра открывает творчеству и фантазии новые горизонты. Но вот совладать с пожеланиями клиента порой бывает куда сложнее. Парни приходят и просят и в синий, и в красный цвет. Вот их уговаривают, что не нужно это. Но потом мы вроде как останавливаемся, делаем уже более естественным. У кого жесткая шевелюра, тот обладает колючим нравом. Ирина не согласна с бытующим в народе мнением. Состояние волос напрямую зависит от ухода, а также от показателей здоровья. Если человек болен или нервничает из-за житейских неурядиц, его волосы не будут источать блеск. Мы же не только парикмахеры, мы же не только даем красоту, мы же еще и психологи. К нам люди иногда приходят, вот у меня старые пожилые женщины приходят, вот столько лет, они приходят поговорить. У меня есть клиенты, которые придут, вот на работе какие-то неприятности, придут, подстригутся. И говорят, знаешь, я как заново родился, и у меня настроение такое хорошее, пойду дальше работать. Свой профессиональный праздник Ирина проводит на работе. Некрасивых людей не бывает, убеждена мастерица. И свою задачу видит в том, чтобы возвращать лицам обаяние и неповторимость. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Сахатеатр имени Аюнского открывает 113-й сезон. Его особенность – масштабные мероприятия, посвященные 125-летию великого сына Якутии Платона Аюнского. Начиная с 11 ноября начнутся 6 спектаклей на основе ранее неизвестных произведений Аюнского. Цикл завершится большим театрализованным представлением на стадионе «Триумф». Также театр Аланхо на днях поедет в Грецию со спектаклем «Кудан-Кса Великий». Помимо этого намечается приезд китайского театра «Кунь-Цюй». Сахатеатр поставит 5 спектаклей. Ирбитникус имигит тюле. Второе Рахтарияга Оромагарбут. Третье 4 монолога, которые поставят по произведениям Аюнского Сергей Потапов. Четвертое Кэрэкэн Оюн, который я поставлю. И пятое вот Оланхо театр поставит Туярмаку Оланхо на нашей сцене. Учиться петь или играть на музыкальном инструменте никогда не поздно. В столице республики социальная школа приглашает всех желающих. Свой первый урок взял и наш корреспондент Николай Борисов. Школа современной музыки в столице работает первую неделю. Авторы проекта – энтузиасты-музыканты. Сначала они открыли летний лагерь для школьников, но увидев, как много желающих обучаться музыке, причем всех возрастов, решили открыть и школу. За первую неделю работы уже записалось 50 человек, возраст которых колеблется от 10 до 40 лет. Мы думаем, что этот проект внесет большой вклад в развитие музыкального мира в Якутске. Наша особенность в том, что кроме обучения игре на инструментах, мы создаем условия для творческого развития ребенка, для развития его как личности. Кроме детей у нас могут заниматься взрослые, потому что мы думаем, что очень многие взрослые работают, занимаются семьями, но забывают о своих мечтах. И многие ходят в караоке, пытаются что-то там делать, в то время как они могут прийти к нам, сочинить свою песню, научиться взять уроки и выступать, создать свой коллектив. Почему нет? Сейчас в школе работает 5 преподавателей. Состав молодой, средний возраст от 25 до 35 лет. Это не мешает им работать как с детьми, так и взрослыми. И я всегда мечтала играть на гитаре. Вот. Ну, можно сказать, да, я научилась всему вот в этом. Я сначала в лагерь ходила. Я, получается, уже состою в 4 группах, которые образовались в самом лагере. И я уже за лето успела выступить, наверное, раза 4. Набор в школу еще продолжается, пока принимают всех желающих. Мы также взяли первый урок. В музыкальной школе вас научат не только играть на различных музыкальных инструментах, но и помогут улучшить свои вокальные данные. Давай, ребята! Николай Борисов, Григорий Охлопков для телеканала Якутия-24 Якутск.
Стрельба в 3D-формате. В Ленске прошли пробные соревнования по стрельбе из лука. Они проводятся ежегодно, но в этот раз на лыжной базе были установлены макеты животных. Лучники должны были поразить их в движении. Это стало возможным благодаря тому, что Федерация стрельбы из лука выиграла районный грант на приобретение макетов, новых луков и остального необходимого инвентаря. Это сейчас вид спорта приобретает большое значение и в России, везде это в больших городах проводится. И мы тоже в Ленске тоже решили, чтобы как в качестве популяризации данного вида спорта привлечь внимание населения. И вот сейчас сегодня мы проводим пробные соревнования, ну, осматриваем дистанцию, осматриваем площадки, поляны, где будут установлены эти животные. А дней через 10 планируем, значит, провести соревнования с привлечением всех организаций города, ну, чтобы они выставили свои команды и поучаствовали в этом мероприятии. На велосипеде на перегонки в Якутске юные любители двухколесного соревновались в заездах. Это уже 6-е по счету состязания. Как прошли старты в этом году, расскажет Анастасия Данилова. Мероприятие только начинает набирать обороты. Погода солнечная, а это располагает к играм на свежем воздухе. В этом году количество участников намного больше, чем в прошлом. Если в 2017 году количество юных гонщиков было около 70, то в этом году их количество перевалило за 100. Шестиклассник Степа уже становился призером велогонки. Впрочем, для юного спортсмена победа отнюдь не самое главное. Ну, я участвую сейчас второй год. В первый раз я участвовал в 2013-2014 году. И я вот занял второе место. Я даже сам не ожидал, что у меня дойдут такие результаты будут. Если честно, я на какое место я не рассчитываю, я рассчитываю что на меня самое главное участие и веселье. Участником гонки может стать любой желающий от 3 до 12 лет. Самая младшая возрастная группа – это воспитанники детского сада, а самые старшие гонщики – это в основном школьники 5-6 классов. Однако организаторы планируют включить в состязания и гонщиков гораздо старше. Мы хотим уже в будущем организовать семейный такой беговел, когда действительно и папа, мама, и ребенок вместе могут ехать как команда. Ну, это пока у нас такая задумка, проект, но сегодня делимся, чтобы уже действительно реализовать. А пока на сегодня только детские велогонки, первый старт. В группе поддержки не только родители, приходят родственники, друзья, болеют за юных велогонщиков и просто прохожие. С каждым годом растет не только количество участников, но и интерес к подобным мероприятиям у горожан в целом. Анастасия Данилова, Джилустан Накентьев, Якутск. Таковы итоги дня. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.